Слушайте, сейчас выйдет очень интересный парень. Он единственный, кто выступает в жанре онлайн. Это тогда очень короткая шутка в одну строчку. Его зовут Нюргун Атаков. Бурные аплодисменты. Родители всегда хотели депутата, поэтому я из Чоропчи. Всем привет, меня зовут Нюргун Атаков, я живу со своей девушкой. И она мне сказала: я тебе не мама, свои носки сам постирай. Теперь я не парюсь и ношу ее носки. Меня в детстве всегда вызывали: некрасивый дрыщав якут, некрасивый дрыщав якут. А я им отвечаю: мам, пап, хватит, а? Скоро я наберу массу. Как вы видите, я неудачник. Когда меня моя девушка бросила, я проклял ее, чтобы она встречалась с парнями хуже меня. Но в итоге она вернулась. Просто невозможно найти парня хуже меня. И она всегда мне говорила: в детстве я нарисовала своего принца и нашла меня. Как вы поняли, она в детстве хреново рисовала. Вот я сижу на правильном питании, например, доширак и сыпали только половина перца. Разные колы и газировку вообще не пью, только вчистую. Недавно был в столичном рынке, и прям китайцы все делают. Американские телефоны, итальянские костюмы. Прям все делают. Правда, все очень плохого качества. Но я ни разу не замечал, чтобы китайцы делали российские вещи. Может, потому что российские вещи и так плохого качества? Может быть, они пытались, взяли российские вещи, посмотрели и подумали: да тут как мы и представляли. Вот еще все недовольны игрой сборной России по футболу. Поэтому им надо взять Легендея. Им же все довольны. У нас в Якутии Сых — это как Новый год. Но самое странное, Новый год отмечают именно в один день, 31 декабря. А якутский Новый год встречают в разные дни. Например, в Якутске 22 июня, в Чоропчи 20 июня, а в Бугуняхтах 24 июня. Мне кажется, древние якуты первыми придумали челлендж. Наверное, они в один день бухали и сказали: ого, мы жестко бухнули. Это эстафета передаем Егине Кангаласскому Лусе, тоже бухайте. Вас не бесит, когда вы с компанией бухаете баллон Голдмамбир и какой-то чувак себе покупает бутылочную? Или когда пьете водку вчистую, а он водку с колой? Или мохито вы пьете, а он все равно водку с колой. Какой-то странный чувак. Мне кажется, слово «чурача» звучит, как будто кто-то чихнул. Вот, например, «чурапчи». Вот так звучит. Недавно я был в паспортном столе, и от меня спросил, откуда я. Я сказал «чурапчи». И она мне сказала: будьте здоровы. А потом я сказал: не-не, я не чихнул. Так и село называется, Чоропча. А потом она сказала: да, я знаю. Будьте здоровы, будьте счастливы. Чтобы ваши мечты сбывались. Чоропча рулит. Я отдал паспорт. Кто-нибудь здесь купался голышом? Никто? Вот когда я купался, одна женщина крикнула: ты в чем, мать родила, ходишь? А потом я подумал: да откуда она знает, в чем моя мать родила? В фильме же, когда рожает, в халате же, а не голые. Когда я иду в ночной клуб, я дома бухаю. Это не потому, что в клубе все дорого, а чтобы девушки были сразу красивыми. А когда постепенно красивыми, это как-то не очень. Год назад друг мне одолжил костюм, и вчера он мне напомнил: если ты не вернешь костюм, я тебя убью. Мне кажется, это глупое решение. Если он меня убьет, родители же меня похоронят именно в этом костюме. Просто у меня нет другого костюма.
Недавно в Чураче повысили цены на хлеб, и все начали говорить, почему так дорого, даже хлеб дешевле стоит. И администрация в Чураче повысила цены на хлеб, и теперь в Чураче никто ничего не говорит. Вот есть люди, которые снимают салютное видео, и потом это видео не смотрят. Тогда они зачем снимают, для кого? А я знаю одного человека, который не просто так снимает. Это наш глава Чурапчинского ЛУСа. Он в день Якутска снимает салютное видео, и в день Чурачи всем жителям по WhatsApp отправляет с этим видео поздравительные слова. Иногда отправляют фотки эстрады звезд. Самое смешное, что по деньгам как будто для настоящих звезд и настоящий салют. Спасибо. Вот дети мечтают стать, например, футболистом, гитаристом. И им родители дарят подарки. Мячик, гитары, чтобы их мечта сбылась. А я всегда мечтал стать юмористом. Поэтому родители тупо ржали надо мной. Сейчас все сидят на диете, потому что скоро лето. И моя подруга тоже сидит на диете. Но самое странное, она очень много кушает, но потом сразу блюет. А потом я у нее спросил, зачем ты так делаешь, это же вредно. А потом она сказала, я просто очень хочу кушать, я хочу быть дряшой, поэтому мне придется блевать. А потом я понял, оказывается, мой отец тоже 5 лет пытался бросить пить. Он тоже, когда пил, сразу блевал. А раньше я, как обычный парень, подписывался на всех телок на Инстаграме. Теперь у меня есть девушка, и она от всех красивых телок отписалась. Оставила только стрёмных баб. Но она ведь не знает, что мне именно дают эти стрёмные бабы. У меня всегда так, если я иду на тусы, все говорят, туса отстой. А если не иду, все говорят, это самая охуительная туса. Так что извините те, кто сегодня пришли на стендап. Если меня здесь не было, здесь очень смешно было. Ладно, спасибо.